Бездорожье. Пожалуй, именно это слово, в каком бы уголке нашей страны ты его ни сказал, подойдет под описание любой местности. Есть и внедорожники, которые по своему предназначению и должны справляться с возникшими сложностями в пути. И есть люди, туристы, активисты, которые смогли умело сочетать такие машины и грязевые дали. Клуб внедорожного туризма «Ирандыкские медведи» открывает свой очередной сезон. Что ждет нас впереди, мы скоро узнаем. Широкой публике клуб внедорожного туризма «Ирандыкские медведи» известен мало. Оно и понятно. Проводить свое свободное время людям больше нравится на садово-огородных участках или лежа на диване. Но есть та категория мужчин, которые отдадут полцарства и коня в придачу, лишь бы погонять на своем авто по долинам и по взгорьям. А если четырехколесный является еще и внедорожником высокой проходимости, то цены ему вообще нет. Вот так, в 2009 году два инициативных товарища, оседлав своих железных коней, отправились покорять горы Ирандыка. И чем труднее путь, тем интереснее стали приключения. Любое занятие, которым горит человек, находит своих последователей. Так и в этой ситуации. Когда к паре туристов стали присоединяться любители активного отдыха, возникла идея организовать клуб внедорожного туризма для поездок по родному краю и осмотра достопримечательностей, природы и других неизведанных мест, куда пешком-то порой пройти трудно, не то что заехать на машине. Клуб внедорожного туризма «Ирандыкские медведи». Название пришло, как можно понять, уже по географии. Раз мы расположены возле Ирандыкских гор, живем здесь, работаем. И все это привито еще с детства, наверное, я так могу сказать, когда наши родители на своих тогдашних «Жигулях» или «Москвичах», УАЗиках возили нас на сенокос, в Ирандык, в лес, по грибы, так просто. Тогда еще с детства все это зародилось, можно так сказать, в душе. А сейчас все это уже воплощаем потихоньку в жизнь. Каждый год к ребятам из клуба присоединяются такие же активисты. Они оборудуют свои транспортные средства всем необходимым и в путь. На этот раз по традиции медведи открывали сезон. Делают они это именно в последнее воскресенье апреля. И неважно, какая погода на дворе – снег, дождь или палящее солнце. 15 человек, знающих свое дело и не боящихся трудных и в прямом смысле слова непреодолимых ситуаций. И наша съемочная группа как балласт к этой веселой многознающей компании. Места проложенного маршрута знакомые. Мы едем к водопаду Гадариша. Вот только взбираться к нему будем не туристскими тропами, а как задумано, по бездорожью и совершенно с другой стороны. Сломанные деревья, преграждающие дорогу, дружно в сторону. Овраги и канавы – ерунда. И казалось бы, лес от зимней спячки еще не проснулся. Но чего здесь смотреть? А нет. Первая зазеленевшая травка, табуны коров и лошадей, медведицы с медвежатами, лоси, зайцы. Природа всем видом показывает, что весна здесь – дело формальное. Лес уже ожил. А запах от влажной листвы из-за только растаявшего снега и абсолютная свежесть вокруг. После увиденного начинаешь понимать, за какими ощущениями отправляются эти ребята. Но оказалось, это только самая романтичная часть поездки. На самом деле все испытания еще впереди. За год уже набрался какой-то опыт в вождении в таких непредвиденных ситуациях. А так, отлично. В том году у нас была грандиозная поездка на Нугуш, где мы пробыли 4 дня, и было великолепно. Пейзажи, речка. Дело в том, что речка и горы, они все имеют свое название и свою историю. И когда ты проезжаешь какую-нибудь деревню, и какой-нибудь старейшина тебе рассказывает историю, это просто
ты обогащаешься этой историей, этой культурой, ты познаешь это интересно в первую очередь. Мужчины на то и мужчины, что совершать подвиги на пустой желудок – зря потраченное время. А потому, найдя подходящую полянку, все дружно принимаются за обустройство импровизированной кухни. Костер, самовар, суп из баранины – все в лучших традициях походной жизни. Путешествуем по Рындаку, по горам, по лесам, природу изучаем. У нас красивая природа, есть что показать детям. Детям вообще для себя много чего интересного узнаешь. Много молодежи без дела, занимается что-то по подвалам, там, туда-сюда. Приходите к нам, у нас интересно. Есть куда съездить. И просто и техника, эту технику надо делать, дорабатывать, чтобы она стала внедорожной конкретно. Простые УАЗики, Нивушки, они доделываются, доводятся до ума. Ну, есть работа интересная для людей. Нам всем это интересно, это просто хобби. Клуб «Ирандыкские медведи» создан с целью объединить людей, разделяющих интересы относительно внедорожной езды и всего того, что с ней связано. А потому здесь всем, от мала до велика, и всем найдется свое место и обязанности. Вот, например, Айдару Юлмухаметову 17 лет, и у него даже водительского удостоверения еще нет, но ни одну поездку своих одноклубников он не пропускает. Учится у старших товарищей приемам вождения и другим полезным мелочам. Я мечтал с детства попасть в клуб по бездорожью. Ну, мне интересно. Мы ездим по горам. Бурзян, там, Абзелилский район, Хайбулинский. И особенно окрестности Рындыка. В этом году, что могу сказать? Трасса в этом году немного полегче, чем в том году. В том году было очень трудно. Здесь рады всем. Даже если у вас нет личного внедорожника, вам найдется местечко, ведь команда медведей – одна большая семья. Это проверяется экстремальными ситуациями, которые с нами приключились сразу же после сытного обеда. Безобидный ручеек поглотил железного коня. Друзья, мне многие говорят, там, что вы можете сказать по этому поводу, там, что вы только ездите и долбаете технику. Нет, это не так, потому что внедорожный клуб «Ирандыкские медведи» в первую очередь преследует цели как историческая ценность, моральная нравственность, уединение с природой, общение с природой и общение с машинами, познание этой техники. До этого я сам по образованию строитель, для меня техника это что-то новое. Из 2013 года, когда я впервые сам взял ключ и стал ковыряться под машиной, это все ж познание, интерес. Проверять знания в деле устройства и ремонта автомобиля откладывать в долгий ящик не пришлось. Преодоление очередной водной преграды обернулось поломкой рулевой. И вновь разматываем лебедку и на буксир. В дело, как и положено, включились все. This fucking early morning. Fucking. Раз, два, три. Раз, два, три. Преодолев все трудности и несмотря на изрядно подпортившуюся погоду, команда ирандыкских медведей добралась до намеченного места. Самое время оглядеться, улыбнуться матушке природе, сделать фото на память и отправиться на ужин. Пока готовится истинно мужское блюдо – шашлык, параллельно ведется замена рулевой тяги. В пределе все. Насыщенный день открытия сезона подходит к концу. Дорога домой. Но и здесь снова проверка на прочность одного из экипажей. Застряли в грязи. Пришлось вытаскивать внедорожник дедовским способом.
Чистый внедорожник – позор хозяину, смеются ребята. Сезон открыли? Отлично. Вот такой день экстремального отдыха, нескончаемого адреналина и одновременно полного умиротворения. Команда ирандыкских медведей так проводит свое свободное время и приглашает всех, кто любит активный туризм, присоединиться к ним, узнать больше о богатых краях Башкирии, побывать в их самых потаенных уголках и проверить, в первую очередь, на прочность себя. Song. No worry about waking up in the morning. We don't like this fucking early morning. Fucking